Показывают клетку. В клетке сидит мужчина. Ему в этой клетке очень сильно плохо. Но он из этой клетки не выходит, потому что не знает, как вы к нему по-настоящему относитесь. Опять же, мне очень кажется, что это связано как-то с треугольником, отношения в треугольнике. Да, возможно, мужчина не свободен, да, поэтому его показали в клетке, но в клетке открыта дверь, он из нее не выходит. Ему очень плохо, но он не выходит, потому что он не знает, как вы к этому отнесетесь, насколько вы серьезно к нему относитесь, либо в чем ваш интерес, назовем это так, да, есть ли чувство, примете ли вы его, нужен ли он вам. Девушки, женщины, кто столкнулся действительно с треугольными отношениями, если мужчина вам дорог, если вы его любите, ну так скажите ему об этом, скажите, да, вы тем, что скажете, как будто вы протянете ему руку, и тогда он скорее выйдет из своей этой клетки. Дверь в клетке открыта, но его смущает, да, смущает либо стесняет то, что он не знает, нужен ли он вам. Он такой скажет: блин, вот сейчас я к ней приду и стану для нее обузой, либо она мне скажет: а ты мне не нужен. Вот в таком ключе. Вот надо поговорить, и нужно расставить все точки над «и». И это будет правильно. Правильно, честно и справедливо. И, возможно, вы оба страдаете, потому что вы мужчине не открылись в своих чувствах. И он ничего не делает, потому что он не знает, как вы к этому отнесетесь. А если вы ему все честно скажете, то он будет с вами, потому что он любит вас, он к вам стремится. А в этой клетке, в которой он сидит, ему прям максимально плохо, неудобно, некомфортно. Вот просто поговорите. Ну, либо намекните, чем ярче, тем лучше, ну как получится. Вот. Но мириться с такой ситуацией нельзя. Эта ситуация болезненна и для него, и для вас.